22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, во всей Якутии праздновали Сых. И в Нюрбе 12 часов из репродукторов уже объявили, что началась война. А на завтрашний день вот на площади Ленина был митинг, в котором выступали руководители. И, например, Александр Евмененко, второй секретарь райкома, он прочитал вот знаменитую речь Молотова. Да? В нашей Нюрбе, на месте, где наши земляки уходили на войну, вот есть такой знак установлен. Да? И за все годы войны из Нюрбы было призвано 2697 человек, из них не вернулось более половины. И первый призыв, как и во всей Якутии, был 1 сентября, и это в 1941 году, и первым призывом только из Нюрбы было призвано более 600 человек. Например, вот есть фотография 1941 года, это призывники из Талыкинского наследия, половина из них не вернулась с фронта. Еще есть фотография 1942 года, да, это уже призывники Мархинского наследия. Все они, 6 не вернулись с войны. А первые призывники, как известно, защищали Москву. Из них очень много, конечно, наших прославленных земляков. Например, это Бушков Сафрон Иванович. Он является одним из зачинателей снайперского движения на Западном фронте вместе с Мироновым, да, известными, с Гуляевым. И он даже вот на передовых газетах, да, печатался. И в одном из боев, это под Смоленском, он один из винтовки, да, сразился с 40 с немецкими автоматчиками, да, и вышел победителем. Ему помогла, конечно, сноровка, да, охотничья. Он был как все якуты, был охотником, таежником, да, и поэтому вышел победителем. И к этому издали почтовую карточку, это в 1942 году, и даже сочинили стихи «Наш боец», неизвестный поэт, но это стихотворение было очень известным, да, на фронте. И здесь фотография даже сохранилась, да, Сафрона Бушкова, которую он носил с собой во время войны, где он запечатлен вместе со своей женой. И фронтовое письмо также сохранилось. И также наши земляки воевали во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны, защищали Ленинград. В самой кровопролитной битве, Ржевской битве, тоже немало наших земляков приняли участие. И в анналах Второй мировой войны одним из самых кровопролитных считается, конечно, Сталинградская битва. Да? И в Сталинградской битве участвовали наши земляки нюрбинцы. Например, Скобелев Спиридон Данилович, он является участником 2 войн, уроженец Кукакинского наследия. Это сейчас Малокайский, да, наслед. В то время существовал такой наслед. И он является участником 2 войн. Он молодые лета окончил Черкасскую кавалерийскую школу, то есть является одним из первых красных командиров из народа Саха и участвовал в разгроме банды Семенова, это Забайкалье, да? Такой активный участник гражданской войны был награжден именно именной шашкой, да? И в 1942 году он вызвался добровольно на фронт. И там ему уже было немалые лета, да, более 40 лет, и там он геройски погиб. И все родные братья Скобелева, да, все 3, они, к сожалению, тоже отдали свои жизни за Родину. И в анналах Отечественной войны, конечно же, трагедией является именно битва на озере Ильмень. Там погибло очень много якутян. Среди них, конечно же, были наши земляки. И мы установили 29 имен наших земляков.
И вот живых осталось только вот здесь 10 человек. И вот их фотографии, можно здесь познакомиться. И потом битва на Курской дуге. Это уже как бы перелом, да, войны считается. Ну, одним из вот ключевых, да, сражений Великой Отечественной войны. И здесь участвовали вот известные наши вот земляки Матвей Михаил Иванович, да, Егоров Михаил Сафронович, который был вот директором третьей школы. Его имя сейчас носит вторая школа. Ларионов Иван Григорьевич тоже был очень известным человеком в нашем районе. И родная сестра нашего известного государственного деятеля Степана Васильева, Василия Мария Васильевна. Она одна из немногих якутянок, да, из народа Саха, женщин, которая вот участвовала в Великой Отечественной войне. Она была медсестрой. Окончила медучилище, жила в Москве, там тоже училась. И вот тоже была призвана на фронт и воевала как медсестра. Форсирование Днепра – это уже когда наши советские войска начинают вот уже побеждать, да, уже наступать. И перед ними лежал Днепр, одна из самых больших рек Европы. И форсирование Днепра до сих пор считается самым вот крупномасштабной операцией по форсированию водных рубежей. И здесь участвовал наш земляк Тимофеев Николай Николаевич. По его воспоминаниям известно, что он переплывал, да, скажем так, Днепр в одно время с первым героем Советского Союза Федором Поповым, да, и еще якутянин-герой, это Тепляков. В одно время, да, он переплавлялся через Днепр. И его еще история интересна тем, что он был призван из местности Мохулу, это Можигарский наследие, и эта местность небольшая, да, оттуда было призвано 10 человек, 10 земляков, и все они вернулись с фронта. Никто не погиб, все они, вот поэтому Николай Николаевич Тимофеев после войны в знак благодарности духу озера вот местности Мохулу поставил вот Сергия. И в этой фотографии можно вот увидеть. И воин-поэт Сафронов Алексей Афанасьевич, он является первым выпускником первой школы Нюрбинской. Сложилось так, что именно первый выпуск средней школы именно совпал вот временем войны. И половина вот класса, они добровольцем уехали на фронт. Алексей Афанасьевич Сафронов воевал в Украине, и там погиб геройски. Был награжден посмертно медалью за отвагу. Наш известный земляк, партизан Сюрюцкий Семен Иванович, человек очень интересной судьбы. Он в начале войны, да, был в рыболовецкой бригаде на Булунском районе, да, по Комсомольской путевке там работал. И когда вот началась война, в то время вот с севера на фронт не отправляли. Поэтому, чтобы добровольцем отправиться на фронт, он на лыжах сделал лыжный переход из Булуна до Нюрбы. Это 2500 километров. И таким образом он отправился на фронт. Там именно участвовал в кровопролитных битвах, это в Жестком направлении, да, был контужен, попал в плен, попал именно в лагерь смерти, да, для военнопленных, и оттуда устроил побег. И попал партизаном и воевал на Савранщине в Украине, и окончил войну вот в Берлине, в городе Берлине. Он, по-моему, единственный из якутян, да, который был награжден медалью партизана Великой Отечественной войны первой степени. Герой Советского Союза Кудряшов Николай Петрович, он похоронен в Нюрбе, жил, работал в Нюрбинском авиапорту. Он тоже человек, который прошел всю войну. В 1943 году был награжден, присвоен звание героя. После войны по какому-то делу, да, он попал в тюрьму. Все его звания были
именно сняты, да. И после войны, вот, по прошествии 60 лет, вот, именно нюрнбержцы вот, восстановили, да, ну, дали такой толчок, чтобы восстановили вот его имя героя. Это по прошествии 60 лет. Герой Советского Союза Чудской Николай Николаевич, уроженец села Александровка, это Кочай, да. Он был на фронте с 44 по 45 год действующей армии, воевал, участник освобождения Белоруссии и Польши. Героем получил при взятии Зиелских высот, это на поступах к Берлину. Таким образом, вот, вторым из якутян получил это высокое звание. Наши земляки, участники освобождения стран Европы, здесь можно остановиться на Иванове Василии Дмитриевиче. Он простой вот, уроженец вот, тюменского наследия, обычный простой якут. Да? Он именно участвовал в освобождении 7 стран Европы. Также братья Наумовы. Из Наумовых воевало 4, 2 из них погибли. Гурий Васильевич Наумов, Наумов Василий Васильевич, например, Василий Васильевич Наумов является участником Парада Победы на Красной площади. Знаменитая надпись «Были и мы из Якутии Донской, из Чуваши конно». Это вот поистине знаменитая подпись, да, нашего земляка Донского Федосия Семеновича. Он тоже прошел всю войну. По его воспоминаниям, они с другом Свидулом Конновым пошли после штурма, да, взятия Берлина, пошли смотреть на рейс-канцелярию. Там увидели, что места, чтобы написать, нигде нет. Да? И Донской заметил, только там высоко где-то есть. И они подняли дубовую дверь, и по этой двери поднялся Федосий Семенович и написал углем вот эту надпись, которая вот осталась в истории. Капсула времени была заложена 75-летию Победы, должна открыть к 100-летию Победы в 1945 году. Ковали Победы в тылу, конечно же, в тылу наши деды, прадеды, бабушки, да, тоже свой непосильный вклад вносили. Стенд Этекаттар, преклоняемся к их именам. Это председатели колхозов, которые не допустили голода в своих хозяйствах. Да? Люди, которые действительно уважал народ, и, конечно, их имена мы должны помнить, потому что в такое трудное время они не допустили голода. И таким образом наши земляки тоже наравне со всеми народами нашей необъятной Родины ковали победу в тылу и на фронте.